Тепло на улице больше не будет, а вот в квартирах появится в ближайшее время. В городе начали подавать отопление. Провоцируют ДТП и портят внешний облик города. Горожане все чаще замечают бесхозный скот на улицах Сибая. Подлинные костюмы и уникальные народные инструменты. В Сибае заработала передвижная выставка из Челябинска. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Лиана Кириллова. Здравствуйте. В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные Республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщается, что 26 сентября местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на почве до нуля-5 градусов. В этот день в некоторых районах пройдет небольшой дождь, в восточных со снегом. Ветер северо-восточный умеренный. В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринимать меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Что касается отопления, то по заявкам потребителей подключение по Сибаю уже началось. Сегодня заявки подали управляющие компании. Так что в ближайшие дни город будет обеспечен теплом. Добавлю, что подключение отопления начинается после того, когда в течение 5 суток температура воздуха не превышает отметки 8 градусов тепла. Но с учетом холода и прогноза погоды на ближайшие дни, ресурсоснабжающая организация приступила к подключению потребителей раньше этого срока. Все чаще на улицах города можно встретить домашних животных, которых хозяева отпускают в свободный выпас. Как итог, бесхозная скотина провоцирует дорожно-транспортные происшествия, гадит на улицах, да и в целом портит культурный облик Сибая. Даже сейчас, когда становится довольно прохладно, коровы и телята, удобно расположившись, мирно пощипывают травку в городском парке, на цветочных клумбах в центральной части города, в жилых дворах, где угодно, только не за окраиной или в специально отведенном месте. Ответственность за бродячий скот предусмотрена Федеральным кодексом об административных правонарушениях. Согласно закону, владелец крупного рогатого скота обязан пасти животных либо под своим надзором, либо под надзором доверенного лица, то есть пастуха. К сожалению, этого требования некоторые горожане не выполняют. В итоге последствия прогулок бесхозного скота можно увидеть и на детской площадке, и на крыльце магазина, а самих животных в центре города и даже в парке. Рогатые нарушители порядка и спокойствия ежедневно пасутся на улицах города, уничтожают насаждения и в целом портят культурный облик Сибая. Местные власти, мягко говоря, уже устали решать эту проблему. Ведь корова не машина, на ней нет госномеров, по которым можно установить ее владельца. Более того, если животному будет причинен какой-либо вред от третьего лица, то именно для него, а не для владельца скота, может наступить гражданско-правовая ответственность. Остается только отгонять бродячих буренок подальше. Наши жители города отправляют в свободный выпас свою скотину, и начинается проблема того, что коровы КРС, то есть входят в наш город и начинают поедать всю эту траву. Наши жители города паникуют очень сильно, начинают звонить и в администрацию, и в ЖКХ, то есть везде, куда могут. Соответственно, мы же делаем всю работу, которую мы можем воспроизвести. Мы отгоняем КРС за пределы города. Мы просим горожан обращаться, если есть такие возникают вопросы, то есть видят коров на территории города, чтобы звонили сюда, в администрацию города по номеру 23201. Они отзваниваются непосредственно мне, и мы будем принимать меры по отгону скота в специально заведенные места. Проблема бродячего скота в нашем городе, как и по всей республике, может существовать вечно. И здесь уже нужно говорить не о наказании, а о культуре быта. Пока в каждом из нас не появится чувство ответственности за своих животных и уважения к окружающим, до тех пор коровы, телята, свиньи и прочая живность будут бродить по улицам Сибая. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмира Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. С
22 сентября стартовала Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В рамках профилактических мероприятий занятия и беседы проводятся не только с детьми, но и с родителями. Главная тема, конечно же, необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. На дорогах и даже на тротуарах детей подстерегает множество опасностей. Это подтверждают и цифры. В текущем году, согласно данным статистики, на территории России было совершено 5300 наездов на детей. 164 несовершеннолетних погибли. Большинство ребят становятся жертвами ДТП из-за того, что просто не знают ПДД. Исправить эту ситуацию призваны профилактические мероприятия. Одно из таких на днях прошло в детском саду «Снегурочка». Мы не можем всегда быть рядом с детьми, но в наших силах помочь им изучить и запомнить жизненно важную информацию. Обучение в игровой форме – один из лучших способов для этого. Именно поэтому практика проведения веселых, но познавательных праздников давно прижилась в дошкольных учреждениях. Вот и на этот раз воспитанников детского сада «Снегурочка» встречали не педагоги, а самый известный персонаж в погонах – дядя Степа. Полицейский напомнил ребятам, как выглядят основные знаки дорожного движения, и проверил знания ребят путем загадывания интересных ребусов. После чего ребят навестил бесцветный светофор, который с помощью мальчишек и девчонок уже через пару минут заиграл своими привычными цветами. В нашем детском саду уделяется большое внимание пропаганде и изучению правил дорожного движения. Эта работа ведется как с детьми, так и с родителями. С детьми мы работаем по программе «Основы безопасности». В группах проводятся разнообразные викторины, беседы, используется разнообразный материал, атрибуты. Наглядно, интересно дети изучают правила дорожного движения. Дети подготовительной группы, готовясь к школе, они делают карты, дорожные карты, которая называется «Дорога от дома до детского сада». Для ребят дошкольного возраста важно не только получить знания, но и сразу применить их на практике. Так нужная информация усваивается куда лучше. А потому после общения с дядей Степой и светофором они все стали участниками игры «Автомобиль и пешехода», после чего смогли пообщаться с настоящим полицейским. В гости к ребятам пришел инспектор по безопасности дорожного движения Альберт Обтекаев, который еще раз напомнил, как вести себя на дороге, с какой стороны обходить автобус, где можно кататься на самокатах и велосипедах и многое другое. Данное мероприятие проводится в рамках недели безопасности дорожного движения. Нашими сотрудниками посещается общеобразовательное учреждение, дошкольное учреждение, где разъясняется детям, также проводятся родительские собрания и разъясняются правила дорожного движения, какие основы, какие изменения вносятся, какие внесены изменения, как нужно переходить проезжую часть, как нужно перевозить ребенка в салоне автомашины. Неделя безопасности дорожного движения продлится до 29 сентября. Участие в мероприятиях в рамках нее примут представители образовательных учреждений, общественных и волонтерских организаций, студенческие отряды и народные дружины. Весь комплекс мероприятий направлен на пропаганду безопасного поведения на проезжей части и снижение аварийности с участием детей. Если вышел на дорогу, знай, ты не один. Наш совет немедленно тебе необходим. Он тебе подскажет, что и где и как. Верный путь тебе укажет, тебе укажет. Дорожный знак, дорожный знак. Что, когда, куда, откуда и до ДТП. Голосуем за порядок против ДТП. Аварийных ситуаций он заклятый враг. За тебя готов сражаться, готов сражаться. Дорожный знак, дорожный знак. Лена Кириллова, Руслан Кравцов, Любовь Карпова для службы новостей. С началом нового учебного года свои занятия в регулярном режиме возобновляют и учреждения дополнительного образования. Эти уроки, как правило, ребята посещают намного охотнее. Здесь каждый выбирает дело себе по интересам. Кто-то увлекается конструированием и мастерит свои первые технические прототипы в секции робототехники. Кто-то отдает предпочтение спортивным дисциплинам, другие же предпочитают самовыражаться на языке танцевальных па и музыкальных тактов.
Хореографическая школа нашего города имеет богатые традиции, выраженные в творчестве таких танцевальных коллективов, как Гульдар, Сибай, ЕТРУ и других. Направление традиционно востребованное. Список коллективов ежегодно пополняется. Так, с начала этого учебного года в нашем городе открылся филиал прославленной хореографической студии «Саптар». Одно из первых занятий сибайских саптаровцев посетил Ринат Музафаров. Народная хореографическая студия «Саптар», базирующаяся в городе Баймак, молодое, перспективное и уже громко заявившее о себе творческое объединение. Так, первый набор в группы состоялся в 2015 году. Сегодня в студии занимается порядка 300 детей в возрасте от 4 до 15 лет, а в творческой копилке коллектива имеются победы на престижных фестивальных площадках. Это победа на международном конкурсе «Туапсе. Морская волна» сразу в 2 номинациях и второе место на Московском международном фестивале «Дэнс Континент». Репертуар танцевального коллектива имеет широкий жанровый диапазон и формируется на основе возрастных интересов его участников. Создавая студию, мы взяли не только одно направление, работаем в народном плане, в эстрадном, стилизованном, чуть захватываем современный танец, актерское мастерство. Радик Бакиров, главный хореограф и отец-основатель студии, рассказывает, что создать свою детскую хореографическую школу мечтал довольно давно. Его цель – объединить вместе всех ребят, открытых творческим идеям студии «Саптар», и подарить им возможность реализовать свои таланты. Так, за короткий срок своего существования в родном Баймаке студия разрослась с 1 до 3 учреждений, на базе которых сегодня проходят занятия саптаровцев. Открылся филиал в селе Тимясово, а начиная с этого учебного года появилась возможность задействовать и сибайские таланты. В этом году решили расширить нашу студию, открыть филиал в городе Сибай при Центре детского творчества. И вот буквально вчера у нас начались первые уроки. Пока, так как нас, наверное, не знают, и детей пока, так скажем, одна группа набралась, но в дальнейшем надеюсь, что мы покажем свою работу и привлечем детей и будем развивать нашу студию «Хореография» в городе Сибай. Занятия в Сибае проходят на базе Центра детского творчества. Набор в группы продолжается, однако 20 мальчишек и девчонок уже приступили к первым занятиям. Воспитанием юного поколения саптаровцев в нашем городе занимается хореограф-балетмейстер Зифа Дужникова, получившая богатый педагогический опыт в составе Баймакской хореографической школы и целиком опирающаяся в своей сегодняшней практике на богатые традиции танцевального коллектива. В процессе дети должны получить правильную осанку и походку, гибкость, хореографическую подготовку, музыкальное воспитание и общение в здоровом коллективе. С юными артистами из Сибая, говорит педагог, с самого начала складываются особые теплые отношения. Вообще дети очень талантливые. Вот с первого занятия очень такие активные, не скованные дети. Очень хороший материал, то есть из них получится вообще хорошие танцоры, думаю. Гибкие. Вот. Есть над чем работать. Активное участие в хореографическом процессе будет принимать и главный хореограф объединения Радик Бакиров. Он лично займется постановкой отдельных танцевальных номеров. В ближайшее время планирует организовать на базе Центра детского творчества концерт народной хореографической студии «Саптар» с участием всех групп коллектива и приглашает сибайцев посетить данное мероприятие. Мы решили 7 октября сделать показательный концерт жителям города Сибая, чтобы родители привели своих детей, посмотрели вместе, узнали нас, познакомились с нами. И я думаю, вот этот наш показательный концерт, он даст какой-то старт для развития в нашей студии в городе Сибай. И я всех жителей города Сибай приглашаю 7 октября, который состоится в Центре детского творчества в 7 часов вечера, посетить наш концерт. Мы будем очень рады. Добро пожаловать!
Ринат Музафаров, Руслан Кравцов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. Сегодня в городском историко-краеведческом музее открылась всероссийская передвижная выставка «Национальные музыкальные инструменты и традиционная одежда народов Евразии». Ее представляет Музей национальных музыкальных инструментов и этнографии из города Челябинск. Руководитель Кабир Абдулович Емилов, дирижер, педагог, заслуженный работник культуры России. Коллекция просто огромная. В Сибай приехали 400 экспонатов, народных инструментов и подлинных костюмов, некоторым из которых более 100 лет. На открытии выставки «Национальные музыкальные инструменты и традиционная одежда народов Евразии» Кабир Емилов представил свою программу «Человек-оркестр», в ходе которой подарил зрителям удивительную сказку, героями которой стали и русская жалейка, и чудо-колобок, в действительности являющийся кубинским кокосовым орехом, и африканский ксилофон, и узбекский трехметровый карнай. Каждый инструмент не только звучал, но и открывал тайну своего предназначения. Демонстрируя тот или иной экспонат, заслуженный работник культуры России познакомил посетителей выставки с обрядами и обычаями, с песенным творчеством разных народов, с историей искусства. К слову, сам Кабир Абдулович играет на 40 музыкальных инструментах. Мы привезли в ваш город уникальную коллекцию инструментов со всего мира. И Вьетнам, Таиланд, Индия, Китай, это Африка, это, конечно, и Франция, и Америка, и Англия, духовые, смычковые инструменты. Чем уникально, что они, во-первых, созданы мастерами в одном исполнении. Поэтому эти инструменты и банка, и банда инструмент, кокор, шелтера, крым, потаюк, ну и так далее. Привезли уникальную коллекцию корая. Чем уникально, что эти инструменты экспериментальные, то есть их можно перестраивать, можно передвигать лады, можно складывать, чем уникально. Привезли инструменты хобос. Кабир Емилов коллекционирует национальные музыкальные инструменты более 25 лет. Пришедшие на открытие удивительной по масштабу и содержанию выставки вместе с искусным рассказчиком погружались в загадочный мир музыкальных инструментов. Это мир, где с помощью разных звуков можно избавиться от различных болезней, прогнать злых духов, привлечь к себе удачу, материальные блага, а еще обрести спокойствие и счастливую жизнь. Мастер перевоплощения показал зрителю совершенно иной мир музыкальных инструментов, который поражает своей многогранностью и загадочностью. Посетителей не оставила равнодушными и коллекция подлинников национальной одежды народов Азии и Востока, финно-угорского мира, представленная музеем из Челябинска. Мне понравились различные инструменты. Здесь много костюмов разных народов. Мне очень понравились мандолина, тхенхей и многие различные инструменты. На выставке можно не только посмотреть костюмы, послушать звучание экзотических музыкальных инструментов и рассказы об экспонатах, но и стать участником действия, сфотографироваться в костюме и головном уборе, самому попытаться сыграть на каком-нибудь из представленных экспонатов. Передвижная выставка пробудет в Сибае до 13 октября. Лена Кириллова, Гульхамитов, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди очередной выпуск программы «Рыбацкая правда». Ну, я прощаюсь с вами до завтра. Хороших вам новостей и увидимся.